Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Досрочное прекращение полномочий депутатов парламента и другие вопросы на повестке очередного заседания сессии Народного собрания. Круглый стол «Демографическое развитие, стратегия и механизмы» прошел в Сухуми. Круглый стол к 95-летию Дурипшского схода состоялся в доме-музея Нестора Лакоба. В Вооруженных силах республики началась совместная штабная тренировка. Мероприятие посетил премьер-министр Владимир Делба. Тренировка направлена на улучшение навыков командного состава в управлении войсками в условиях неопределенной оперативной обстановки с применением новых информационных технологий. Сегодняшнее занятие по оперативной подготовке является одной из самых сложных форм подготовки. Сегодня занятие посвящено отработке вопросов организации взаимодействия. Проводится с целью добиться согласованных действий подразделений, частей, соединений, видов и родов войск вооруженных сил в каких-то условиях обстановки. В классе оперативной подготовки о макете местности сориентируют нас, что это такое, что на нем отображено и какие вопросы там будут отрабатываться. В последующем об обстановке сориентирует нас начальник разведывательного управления, какие задачи решаются на уровне государства в интересах выполнения задач войсками в соответствующий период войны. После этого будет предоставлено слово командующим для отработки и согласования вопросов действий войск. На этом мы предусматриваем, конечно, в рамках определенного эпизода закончить. В дополнение к этому начальник штаба территориальной обороны республики доложит, какие задачи решаются на территории страны в интересах выполнения задач соответствующих группировками войск. Начальник штаба Министерства внутренних дел республики доложит, какие задачи решаются в интересах создания стабильной обстановки в тылу действующих группировок войск. Совместная штабная тренировка в Вооруженных силах проходит в соответствии с планом подготовки органов управления на текущий год. Основной ее целью является отработка вопросов взаимодействия между органами госуправления, штабами всех уровней управления Вооруженных сил и силовыми структурами, силами и средствами обеспечения безопасности при решении разнородных задач при отражении потенциальных угроз. Важнейшей задачей в стране является, несомненно, укрепление обороноспособности. На таких мероприятиях закрепляются теоретические знания, а уже, как говорили сегодня, выездом на место там нарабатываются практические навыки. И все, что мы сегодня с вами слышим, это на самом деле новый виток развития вооруженных сил нашей страны. Это, безусловно, и повлияет на качество, на эффективность, модернизацию вооруженных сил с учетом особенностей в сегодняшнее время. Главнокомандующий поставил задачу укреплять обороноспособность, расширять возможности вооруженных сил, в частности Министерства обороны как ведомства оборонного, ну и, соответственно, поддерживать всю координацию деятельности с другими правоохранительными специальными службами. Поэтому еще раз, коллеги, со своей стороны выражаю и признательность, и благодарность за то, что все делается. Досрочное прекращение полномочий депутатов парламента и ратификация протокола о внесении изменений в соглашение об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. Состоялось очередное заседание сессии парламента. Подробности в репортаже Гугуцы Вардани.
Депутаты парламента ратифицировали протокол между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года. Бывшие санатории МВО и ПВО в Сухуме официально исключены из списка мест дислокации российской военной базы. В перечень мест дислокации включается узел связи, который расположен на той же территории. Правовая такая была коллизия со статусом его и с работой за эти 3 года. Вот это пробел правовой, он будет закрывать то, что мы сегодня принимаем? Я, отвечая на ваш вопрос, хотел бы вернуться к постановлению парламента. В 2023 году парламент отреагировал на заключение договоров аренды данных санаториев. И в постановлении парламента, которое было, напомню, присутствующим принято единогласно, как раз таки парламент и обратил внимание, что на тот период, когда заключались договора аренды, они вступали в противоречие с межгосударственным соглашением в связи с тем, что по этому межгосударственному соглашению у Республики Абхазия было обязательство передать их российской стороне. И также в соответствии с гражданским законодательством, если государство передавало в аренду объекты, обремененные правами третьих лиц, а по этому соглашению эти объекты были обременены правами третьих лиц. В случае, если бы результаты переговоров между Министерством обороны Абхазии и между Министерством обороны Российской Федерации не достигли бы результата, не привели бы к подписанию этого соглашения, то была угроза, то, что бюджет должен был бы компенсировать все затраты, которые понесли арендаторы данных объектов. И, можно сказать, во исполнение решения парламента были проведены переговоры, то их ускорили, и подписан межгосударственный протокол. И сегодня, если парламент ратифицирует, поддержит этот протокол, та правовая коллизия, которая существовала все это время, она будет устранена. Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата парламента Германа Кочарава в связи с назначением на должность исполняющего обязанности главы администрации Тхварчалского района. О результатах тайного голосования о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кочарава Германа Вячеславовича. Присутствовало депутатов 29, всего бюллетеней 31, выдано бюллетеней 29, проголосовало 29. Недействительных бюллетеней нет. За 27, против 2. По итогам тайного голосования о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кочарава Герман Вячеславович прекращает полномочия депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Также парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания Вахтанга Голандзе и почтили память своего коллеги минутой молчания. Гугу Цавардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Подготовительные консультации к 66-му раунду международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялись в МИД Абхазии. Ключевыми темами для обсуждения стали пункты повестки предстоящего раунда дискуссий и актуальные вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД. Стороны подтвердили желание и намерение работать над документом о неприменении силы как основной цели дискуссии. Вновь был поднят вопрос о возобновлении функционирования механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. 66-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье запланирован на 18-19 марта. Круглый стол «Демографическое развитие, стратегии и механизмы» прошел в Сухуми. Мероприятие было организовано Общественной палатой в рамках подготовки к гражданскому форуму «Диалог, согласие и развитие». В обсуждении участвовали ученые, депутаты парламента, главы местных администраций, представители общественности. По итогам обсуждения была принята резолюция. Аэлита Арутюнян расскажет подробности.
Численность населения Абхазии в 2024 году составила 243 711 человек, что на 1713 человек меньше, чем в 2020 году. Прослеживается неутешительная динамика. Доцент АГУ Инга Ардзенба в своем докладе подчеркнула, что демографическая ситуация в стране характеризуется низким коэффициентом рождаемости, переходом к однопоколенным моделям семьи, высокой смертностью населения трудоспособного возраста, также откладыванием вступления в брак, демографическим старением населения. И только среди сельского населения число родившихся превысило число умерших на 68. Таким образом, по итогам 2024 года на нулевой естественный прирост удалось выйти благодаря сельскому населению. Суммарный коэффициент рождаемости на протяжении последних 5 лет удерживается на уровне 1,38, при необходимом 2,1 ребенка на одну женщину. Это означает, что поколение детей лишь на 75% замещает поколение родителей. Важно задать позитивные векторы и целевые установки в демографическом развитии. Именно поэтому обеспечение демографической стабильности современного абхазского государства приобретает приоритетный характер. В этих условиях государство в последнее время предпринимает усилия активизировать демографические процессы, стремясь увеличить численность населения. Глава государства инициировал разработку концепции модернизации системы социальной поддержки граждан, в том числе семей с детьми. В послании президента Народному собранию парламенту сохранение народа Абхазии было провозглашено высшим приоритетом. 2026 год был объявлен главой государства годом села. Несмотря на это, в Абхазии растут потери в воспроизводстве населения. Принятых мер государственными органами власти, направленных на обеспечение демографической безопасности и защиту геополитических интересов, недостаточно. Необходимо разработать национальную систему демографического развития. Ограничение целевых установок короткими периодами снижает качество стратегических решений, поскольку демографические процессы обладают выраженной инерционностью и эффектом накопительных последствий. По мнению докладчика, решение демографической проблемы в Абхазии требует разработки нацпрограммы на период до 2036 года и определением ответственных за ее реализацию. Национальная программа демографического развития Абхазии должна включать 3 направления: стимулирование рождаемости, поддержка семьи, улучшение здоровья, сокращение смертности населения и оптимизация системы расселения, регулирование миграции и стимулирование занятости населения. На основании вышеизложенного необходимо создать профильное ведомство Министерство демографического развития Абхазии, ответственное за разработку направлений государственной демографической миграционной политики, непосредственную реализацию, координацию и контроль деятельности государственных органов по реализации государственной демографической и миграционной политики. Численность населения за последние 10 лет немного увеличилась. Общий прирост составил 691 человек. Число браков снизилось более чем в 1,5 раза, но при этом число разводов увеличилось на 82%. Факт, на который я хочу обратить внимание, это естественные процессы воспроизводства населения и миграционные процессы. То есть у нас миграционный прирост за данный период составил плюс 1162 человека. Соответственно, у нас получается, что мы получили за это время естественную убыль населения 471 человек. То есть практически весь общий прирост, который мы наблюдаем за эти 10 лет, он был обусловлен миграционным притоком. Тема демографического развития – это не просто статистика рождаемости или смертности. Это вопрос физического выживания народов, сохранения культуры и языка, отметила в своем докладе член Общественной палаты КЧР Мария Атабиева. Я хочу затронуть 2 аспекта. Это ценностный и практический, а также провести параллель с нашими братскими народами. Мы хорошо знаем, что Абхазия и абазинский народ это связаны не просто историческим прошлым, а живым родством. Мы, абазины, стараемся сохранить язык, обычаи и ту самую традиционную модель многопоколенной семьи, которую мы, к сожалению, начали утрачивать. Как предыдущая Инга Шутиевна сказала, предыдущий оратор, что в сельской местности действительно и рождаемости больше, и сохранение традиции больше. И вот этого хотелось бы взять это в пример
и дальше провести работу. 2026 год объявлен президентом годом села. Сельские территории – опора национальной идентичности. Именно в селе живут хранители языка, традиций и культуры, а значит, необходимо сделать все, чтобы возродить села. Кроме того, ведется работа по возвращению соотечественников в Абхазию. По словам зампредседателя партии «Единая Абхазия» Гунды Цвижба, эти шаги должны положительно сказаться на приросте населения. Желание иметь детей у наших людей есть. Но нам нужно создать условия, чтобы поддержать эти семьи здесь, дома. Мы изучили опыт Российской Федерации. Материнский капитал – это хорошо, но для нашего бюджета такая программа попросту невыполнима. Тем более для семей с низким доходом в селах разовая крупная сумма менее эффективна, чем регулярная живая копейка. Поэтому мы предлагаем ввести пока в качестве эксперимента новую меру поддержки под названием «Абхазский демографический стандарт». Суть предложения такова: семьям при рождении третьего и последующих детей выплачивать ежемесячные пособия. Платить нужно с рождения и вплоть до поступления ребенка в 1 класс, то есть целых 7 лет. Сумма должна быть не менее прожиточного минимума, который на 2026 год составляет 20 тысяч рублей. Мероприятие призвано стать площадкой для открытого диалога и выработки рекомендаций по ключевым вопросам, волнующим общество. Все предложения будут учтены и лягут в основу большой резолюции, которую примут 12 марта на гражданском форуме «Диалог, согласие, развитие». Аэлита Аручинян, Даниил Ханагуа, Резван Пиквава, Абхазское телевидение. Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили сочинские таможенники в крыше пассажирского автобуса, прибывшего в пункт пропуска Адлер из Абхазии. Как сообщает пресс-служба сочинской таможни, в верхней части крыши автобуса был обнаружен тайник, в котором находилось 64 тысячи пачек сигарет абхазского производства без акцизных марок. Партия товара оценивается в 8,7 миллионов рублей. Задержаны товары и транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает от 10 лет заключения и 1 миллион рублей штрафа. Движение поездов временно приостановлено из-за непогоды. В результате сильного шторма и обильных больших волн на море на 2010-м километре железной дороги в Гагарском районе произошел частичный подмыв полотна. Пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва-Сухум, остановился в Цандрипше. Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения и минимизации неудобств Абхазская железная дорога организовала перевозку граждан на автобусах. Электропоезд «Диаскурия» также остановился в Цандрипше. Круглый стол к 95-летию Дурипшского схода состоялся в доме-музее Нестора Лакоба. Историки и политологи дали оценку событиям, проходившим в нескольких селах Гудаутского района с 18 по 26 февраля 1931 года. Репортаж Ирены Богателья. Спустя 95 лет с момента проведения Дурипшского схода ученые, представители Абхазского исторического общества собрались, чтобы обсудить причины и последствия этого события. Одним из сложных вопросов истории Советской Абхазии по-прежнему остается вопрос об истинных причинах Дурипшского схода 1931 года. Если быть точнее, то интерес вызывают несколько сложных вопросов. Насколько протест абхазских крестьян был связан с решением о преобразовании ССР Абхазии в автономную республику и инициировал ли сход сам Нестор Лакоба. Организаторов Дурипшского схода начали арестовывать сразу, но массовых репрессий тогда удалось избежать. Многих арестантов освободили. Сход закончился тем, что Нестор Лакоба уговорил граждан разойтись и взял на себя обязательство рассмотреть поднятые вопросы. Всего, по данным историков, было арестовано более 500 участников тех событий. Политолог Лейла Таня выразила сомнения в достоверности грузинских архивных материалов, ведь во множестве своем в них опускаются важные факты, необходимые для видения полной картины событий. Для того, чтобы объективно интерпретировать Дурипшский сход, конечно, недостаточно опираться на те архивные данные, особенно которые предоставлены, допустим, грузинской стороной. Во-первых, нет никакой уверенности, что это действительно полная база архивов, а во-вторых, когда вы опираетесь, скажем, на доклады Берия,
где описаны вот события Дурипского схода, можно ли считать оценки Берия объективной интерпретацией Дурипского схода? И на самом деле, если почитать вот такой основной доклад Берия, там множество было таких вот донесений и справок и так далее, которые видно было, что они все делались по директиве сверху, и эта директива была Бериевская директива. Таким образом, главной причиной схода стал вопрос абхазской государственности. Его участники протестовали в том числе против включения Абхазии в состав Грузинской ССР в качестве автономной республики. Также стоит выделить еще один аспект. Люди выступали против навязанной большевистской идеологии. Советское руководство через систему школ и ликпунктов пыталось формировать новый тип личности. Уже в историографии главенствующим является позиция, что основной причиной Дурипского схода является именно политическая составляющая, то есть недовольство абхазского народа включением в состав Грузии. Но при этом мы должны понимать, что не все участники Дурипского схода понимали политическую составляющую мероприятия, в котором принимают участие. У всех были свои причины. Кто-то был недоволен коллективизацией, кто-то был недоволен ликбезами, то есть отношением новых властей к религии, то есть к Абхазии и священникам, которые у нас были, и с традиционным культом. История позволяет анализировать уже произошедшие события и избегать повторения прежних ошибок. В ее цикличности мы можем находить возможности для роста и развития, ведь изучая прошлое, мы можем лучше понимать настоящее и формировать будущее. Ирина Богателия, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Гастроли Абхазского драматического театра в столицу Северной Осетии, Владикавказ, прошли успешно. 3 дня при полном аншлаге проходили спектакли на сцене Государственного академического театра «Ирон». Зрителям были показаны постановки режиссера Мадины Аргун, «Дом Бернарды Альбы», «Асду» и спектакль режиссера Тамерлана Дзуцева «Голый король», премьера которого прошла в сентябре прошлого года в Сухуме. Гастроли проходили в рамках соглашения о сотрудничестве между абхазским и североосетинским театрами. А в сентябре этого года запланированы ответные гастроли труппы театра «Ирон» в Абхазию. Я знаю, что каждые гастроли любого театра, независимо национальный, да и каждый театр является национальным, в принципе, выезд в другую республику, в другую страну и показ на другого зрителя, для режиссера, для актеров и для руководства театра, это всегда это хлопоты и стресс для режиссера, который показывает свои спектакли на другого зрителя. Но мы сами видели 3 дня аншлаги, зритель прекрасно принимал, вы сами снимали отзывы. Зрителя не обманете. У Абхазского театра имени Самсон Чамбы здесь большая история, и часто вы приезжали к нам на фестивали, вас любят, вас знают, принимают, и потому нам было легче организовать ваши гастроли. О вашем профессионализме мы не будем говорить, это явно видно. И у театра огромная своя история, свои традиции, театральные традиции, своя манера игры, актерская манера игры. У каждого национального театра своя манера игры, и у Абхазского театра также. Расширенный репортаж о гастролях Абхазского театра во Владикавказе смотрите сразу после новостей в рубрике «Амшек Шара Плюс». А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 20 февраля, в Абхазии ночью и утром местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск «Амшек Шара» подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.